Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Именно с таким девизом в парке Малгобека собрались представители администрации города, воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и жители. Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации города Мурат Кадзоев. Он еще раз напомнил о тех неизвестных солдатах, которые во время Великой Отечественной войны отдали жизнь, защищая нашу родину от немецких захватчиков. Таких могил, вы знаете, очень и очень много. Потому что война была кровопролитная. Солдаты отдавали свои жизни за то, чтобы мы могли, как сегодня, жить, созидать, развиваться. За годы Великой Отечественной войны более 20 тысяч уроженцев Ингушетии ушли на фронт. Из них 6510 героически погибли, защищая родину. Всего же более 120 тысяч бойцов Красной Армии полегли на полях сражений под Малгобеком. Жители города воинской славы почтили память защитников Родины минутой молчания. Для юноармейцев, присутствующих здесь, особенно важно, как для подрастающего поколения, знать как можно больше о прошлом великой страны и о подвигах малгобекчан. Их подвиги являются примером для всей молодежи, и погибли они все не зря, потому что сегодня мы живем все под мирным небом и можем наслаждаться жизнью. В первую очередь мероприятие, конечно, было направлено для военно-патриотического воспитания молодежи, чтобы они знали, что какие тяготы приносит война, что сегодня наши родственники, наши деды, которые так и остались лежать в землях неизвестными, чтобы их подвиг был известен сегодня. После завершения мероприятия его участники вместе с нашей съемочной группой отправились к семье Игиева, проживающих здесь же в Малгобеке. Хозяин дома Курейш Игиев долгие годы после войны пытался отыскать своего отца Алихана Игиева, который ушел на фронт еще в 1942 году и не вернулся. Ему сейчас 73, и он не теряет надежды узнать хоть какую-то информацию о нем. Что он похоронен в общей могиле где-то, точно туда им годится. В школе Вазянь был Шандин. И в военной форме он. Солти шинель лица, бальмисини шинель линят, пилотки линят, звездочки. А уже, когда уже повзрослел я, жена бальбельшан, точно с бальбельшан. Также наша делегация побывала в доме ветерана Великой Отечественной войны Алаудина Бапиновича Шадиева. Представители администрации города вместе с юнармейцами пообщались с ним. Встреча была войск немецких, войск советских. И вот немецкие войска, как обычно на фронте, были готовы во всем, а наши даже при встрече. После того, как я послушал историю ветерана, она была очень интересная история. Он рассказал, что он работал пограничником, воевал на фронте. Мне кажется, эта история мы должны взять как пример, как должны люди защищать свою родину. Вот этот танк, установленный при въезде в городе Малгобек, до сих пор служит символом тех времен, когда ветераны Великой Отечественной войны отдавали свои жизни во имя будущего нашей Родины. И мы, молодое поколение, должны помнить и чтить их героические поступки. Михаил Тангиев, Халаш Гойгов, Новости 24.